Поставил сети, вместо рыбы получил штраф или лишение свободы. Прокуратура города выявляет нарушение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В нынешнем году женщины стали чаще рожать по вторникам. Любопытные факты приводят республиканские ведомства. Лето – период тренировок. Сибайские баскетболистки отказались от отдыха и намерены завоевать золото республиканского чемпионата. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Диана Кириллова. Здравствуйте. Прокуратура Сибая провела проверку исполнения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Сибая. В ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений. По всем ним приняты меры прокурорского реагирования. Подробнее в нашем сюжете. Окунь, чебак, линь. Эту и другую рыбу обнаружили полицейские в сетях, расставленных в прибрежной зоне реки Туаляс, именуемой в народе Худалас. По инициативе прокурора на днях на этом водном объекте был проведен рейд, который и выявил серьезное нарушение закона. Любительское рыболовство запрещает при ловле рыбы использовать сети, электроток, взрывчатые и химические вещества. Незаконная добыча водных биологических ресурсов может повлечь привлечение к административной, так и к уголовной ответственности. За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, может повлечь к административной ответственности по статье 8.37 Кодекса административных правонарушений, что влечет наложение административных штрафов на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических от 100 до 20 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий добычи и вылова. За незаконную добычу, вылов водных биологических ресурсов может повлечь уголовную ответственность по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, исправительных работ сроком до 2 лет и лишения свободы сроком на 2 лет. Обнаруженные рыболовные снасти изъяли из воды, ну а вся живая рыба сотрудниками полиции была вновь выпущена в естественную среду. Вслед за этим проверки исполнения законодательства прошли в рыболовных магазинах города. Прокуратура города Сибай инициировала проверку совместно с сотрудниками правоохранительных органов мест реализации рыболовных принадлежностей. Установлено, что в 2 магазинах города продавались сети для лова рыбы. Между тем, законодательством запрещено торгующим организациям производить продажу сети материалов. В связи с этим правоохранительные органы изъяли из торговых точек указанные материалы. За допущенное нарушение прокуратура города внесла в адрес юридических лиц представление об устранении нарушений федерального законодательства. В правоохранительные органы направлены материалы проверки для возбуждения административных дел по статье 14.2 Кодекса административных правонарушений. Сотрудники прокуратуры предупреждают, поклонникам любительской и спортивной рыбной ловли следует строго руководствоваться установленными правилами. Это предотвратит нанесение ущерба водным биологическим ресурсам и позволит не попасть под установленную законом ответственность. Диана Кириллова, Радмир Исенгулов, Гульнара Раскильдина для службы новостей. В текущем году региональное отделение Фонда социального страхования по Башкортостану направит медицинским организациям республики, участвующим в программе «Родовой сертификат», 581 миллион рублей. Только за первое полугодие нынешнего года 85 медицинских организаций Башкортостана, участвующих в программе, за оказание услуги получили от ФСС около 250 миллионов рублей. Полученные средства будут использованы на совершенствование материально-технической базы учреждения родовспоможения, на закупку лекарственных средств и на оплату труда медицинского персонала. По данным портала ФСС по Республике Башкортостан, за указанный период у женщин, получивших родовые сертификаты, родилось 23 119 малышей. Из них девочек 11 133, мальчиков 11 986. Всего же в республике, согласно данным ЗАГС, родилось 24 255 малышей. Это говорит о том, что матери более 95% рожденных воспользовались родовыми сертификатами, а остальных – услугами частных клиник, не участвующих в программе. Обнародованы и другие любопытные данные. Так, пик рождаемости в первом полугодии наблюдался в июне – более 5000 новорожденных. В ведомстве отметили, что младенцы в первом полугодии рождались чаще всего по вторникам. Средний возраст женщин, родивших первого ребенка, 29 лет. В 2016 году он составлял 28 лет. На протяжении последних 10 лет средний рост и вес новорожденных остается неизменным. Рост 52 сантиметра, вес 3 килограмма 300 граммов.
Формирование уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2016 год подходит к финальной стадии. Специалисты отмечают, существенных изменений по имущественному и транспортному налогам не произошло. Зато новшества коснулись порядка исчисления земельного налога. Подробнее об этом в специальном интервью в нашей программе. Инспекция Федеральной налоговой службы номер 37 по Республике Башкортостан находится в стадии завершения формирования налоговых уведомлений за период 2016 года по имущественным налогам. В состав налоговых уведомлений также входит налог на имущество, земельный налог и транспортный налог. Существенных изменений по сравнению с периодом 2015 года по налогу на имущество и транспортному налогу не произошло. При исчислении земельного налога принята новая кадастровая оценка, вступившая в силу с 1 января 2016 года, постановлением правительства Республики Башкортостан номер 482 от 17 ноября 2015 года. В связи с применением новой кадастровой оценки ожидается незначительный рост в суммах исчисленного земельного налога. Напоминаем, что вопросы кадастровой оценки не подведомственны налоговому органу, и чтобы уточнить эту оценку, необходимо воспользоваться сайтом Федеральной службы кадастра и картографии в разделе справочной информации по объектам недвижимости, либо необходимо непосредственно обратиться в органы Росреестра. Ожидаемый срок направления налоговых уведомлений – октябрь. Срок уплаты налога остался без изменений, является 1 декабрем 2017 года. И для планирования своих расходов в части уплаты имущественных налогов можно уже сейчас воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы, интернет-сервисом «Налоговый калькулятор», чтобы узнать предварительную сумму для уплаты. Начало нового сезона в учреждениях дополнительного образования стартует с сентября месяца, параллельно с началом школьных занятий. В этот период открывается набор в большинство секций детско-юношеской спортивной школы. И вновь сформированные команды приступают к активным тренировкам. Однако не все секции закрывались на период летних каникул. Женская баскетбольная команда под предводительством тренера Роберта Хамидуллина уже заявила о себе на самом высоком уровне. И потому активные тренировки продолжались даже в самые жаркие дни. Ринат Музафаров далее. Представляет тренерский состав детско-юношеской спортивной школы молодой педагог Роберт Эрикович Хамидуллин начал с 2011 года. И не случайно именно в этот шестилетний период молодежный баскетбол в нашем городе получил существенное развитие. Сегодня команда баскетболисток, выступающая под его руководством последние 4 года, успешно заявляет о себе в первенстве всероссийского значения. Сибайские девчонки известны далеко за пределами республики как сильные и непримиримые соперницы, способные дать отпор командам столичного уровня. Ездили в Ногинск, в Московскую область, то есть участвовали там 6 команд, мы стали 4-ми. Да, и сложив все за и против, решили поехать в Анапу. Там проводился фестиваль, где участвовало 10 команд. Там 4 Москвы, 3 Питера. Сыктывкар была такая команда, была команда с Екатеринбурга, УГМК, молодежка. Ну и мы выступили там неплохо, я считаю, заняли 2-е место. Вообще процесс игры в баскетбол насыщен большим количеством специальных приемов, требующих технических и тактических навыков. Спортивный азарт приучает юных спортсменов вовремя мобилизовывать все свои силы, работать над преодолением трудностей, которые возникают в процессе спортивной борьбы. Воспитание такой завидной настойчивости, решительности и целеустремленности, которой обладает воспитанница Роберта Эриковича, абсолютно невозможно без соблюдения строгой дисциплины на тренировках. Все по мелочам, должны сделать все правильно, все, чтобы это использовать на игре, а не просто так, чтобы все на скорость было, правильно, чтобы мы забивали всегда, за каждый промах наказывают. Сложность, конечно, всегда есть, это дети, с ними, в принципе, всегда сложно. Сначала они приходят, вообще ничего не умеют, то есть все начинаешь с низшего подниматься, показывать им, что, как. Где-то они не понимают, где-то вот соревновательный процесс проходит, где они не понимают, что делать, как делать. Все подсказываешь, все объясняешь, все это через труд, как говорится, что посеешь, что пожмешь.
В серьезном спорте задача, поставленная тренером, всегда составляет особый приоритет, что обеспечивается высоким авторитетом руководителя среди участников команды. Установлению дружеских отношений со своими подопечными, как комментируют сами баскетболистки, служат человеческие качества Роберта Ириковича. Он для нас родной уже стал, мы всегда везде вместе с ним. Он нас поддержит, если в трудную минуту, когда нам плохо, он поддержит, всегда поможет. Если что-нибудь случится, даже если в семье, мы придем, расскажем, он советует, что надо сделать, как, человек помогает нам, здесь справиться, помогает. Если учеба на круглогодичной основе, как для большинства школьников, представляется юным баскетболисткам сомнительной перспективой, то отказываться от занятий любимым видом спорта они не согласны даже на период летних каникул. Интенсивность тренировок – один из главных залогов успеха. Работа, то есть и с утра тренировки проходили, либо обед, то есть мы вот летом, в принципе, я даже в отпуске, как можно сказать, не был, то есть у нас постоянно летние сборы какие-то. Сейчас можно было девчонкам дать отдохнуть, подготовиться к школе, но у нас уже 7 сентября первенство Башкирии здесь будет в городе проходить. И то есть мы статус задали в Башкирии, что мы чемпионы, и не хотелось бы уже с этого пьедестала сходить. Как комментирует ситуацию Роберт Хамидуллин, достигнуть подобных результатов было бы невозможно без поддержки, оказанной команде руководством сибайского филиала Учелинского ГОКа. Подобный вклад в развитие юношеского спорта и делает возможным покорение пьедесталов. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Коллектив СТВ поздравляет всех с наступающим праздником Курбан-Байрам и напоминает, завтра, 1 сентября в 10 часов утра во всех мечетях города начнется праздничный намаз. Параллельно с ним в школах Сибая пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. На этом все. Хороших вам выходных и увидимся.